Сейчас позавтракаем и прокатимся по поселку. Знакомься, это Серега, мой корефан детства. И вот наша улица здесь, друзья мои, ребята. Гараж, да, какой-то он у дедушки был. Ну, здесь был маленький, ты сделал большой. Пацаны, девчонки. Вот цементный завод новый. Ну, я вот думаю, знаете или узнаете, да? Не знал вообще как-то, что там, блин. Давайте. Приезжай еще. Финальное приятное теплое чувство перед отъездом. Встретились с мамой в Крыму, с сестренкой. Сколько мы с тобой не виделись? Не знаю, 2 года, наверное, да? С Нового года. Сейчас позавтракаем и прокатимся по поселку. Время, конечно, поджимает. 9:52 уже. Мне бы... В общем, мне ехать 11 часов до побережья. Поэтому надо сейчас так за пару часиков все прокатиться, показать вам. Однако я саму посмотреть, меня прям сейчас предвкушает. Вчера ночью катался, это не то, ты ничего не видишь вокруг практически. А сейчас вот я вышел на крыльцо. У нас тут на горизонте всегда горы видно. Я вот сейчас на эту гору хочу, там на мост. В нашу семейную усадьбу, как я это называю, ну дом, куда мы каждое лето приезжали в детстве. Все детство я тут провел. Ну, сейчас расскажу, сейчас я проснусь, чайку попью, позавтракаем и поедем кататься. Все. Тетя Лена, тут ремонт идет полным ходом. Делают тут дом, пристройку сделали, такую крышу тут во дворе. Это здесь центр, район. Тут мы были нечасто, то есть я жил на окраине, Луговое. Мы туда чуть позже поедем. Сейчас пока к другу Сереге. Вчера не смог попасть к нему. Пытался сделать сюрприз, но он был на работе. А ты что там? Да, Работаешь? на работе, да. А ты чего? Ну, поболтать. Решил, что ты? В ночь? Ну да. Ну, хоть время сейчас. Стойка. Твои ворота, нет? Знакомься, это Серега, мой корефан детства. Вот Серегин гараж. Серега сам мастерскую сделал. Ты же раньше вообще, ты же не учился на это, да, с машинами вот, заниматься? Вот сам начал, а ты что, ты свою, да, красишь? Да, красавчик. И дом же ты тоже сам все делал, да? Дома. Вон у него. Все своими руками. Тут же старенький такой домик был, да? Вот эту, по-моему, веранду ты пристроил полностью. По окна был дом. По окна, да, он был туда? Ну, да. Давайте. Едем в родной дом, где провел все детство, каждое лето всей семьей. Вот здесь завод, раньше был переезд, здесь были магазины. Вот раньше мы вот это расстояние, которое сейчас будем ехать, ходили пешком, чтобы там купить себе что-нибудь в этих ларьках, вот по этой дороге. Каждый вечер у нас такой был несколько километровый трип. Вот этот асфальт положили в этом году. Ну или нет, по-моему, этот положили раньше, а вот сюда к нам, вот да, в этом году положили. Ой, здесь просто была грунтовая дорога, такая вся волнистая, в ямах. Ночью идешь, темно, фонарей нету, какой-то фонарь один вдалеке светится. И вот наша улица здесь. Друзья мои, ребята, парни, здорово, смотрите, где я. Вот наша парковка. Это дядя Андрей, муж тети. Сейчас он тут один хозяйничает. Тетя Наташа как раз в Крыму. Вот наш домик. Гараж старенький. Ничего себе, ты прям этот расширил же все. Здесь не так было же, да, у нас это? Стол, вообще все изменилось. А ты когда был? Я зимой был лет 5-7 назад. Я что-то не могу вспомнить. Вот этого не было.
Это Ванька приезжал. Кому вот это делали туда. С Ваньки, Я да? в этом году сделал, да. Вот тут. Здесь погреб. Я думал, ты баню сделал вместо гаража. Не, пристроили. Гараж, да. Какой-то он у дедушки был. Да, да, да. Прям станок даже этот вот, как это, точильный, да. Он же и стоял. Обалдеть. Сад. Вот здесь у нас были свиньи. О, как запах у тебя, какой хороший. Банька. Ну, это шмотка штука. Нет, класс вообще, класс. Ну, у меня такая, вот видишь. Мне нравится, я вот такой люблю. Ну, это сарай, ты помнишь, нет? Помню, это ты сделал, да. Ну, здесь был маленький, ты сделал большой. И вот кролики. Вот сколько хозяйства. Привет, ребята. О, репейник насобирал уже. Где-то зацепил. Душ. Здесь вот мы маленькие гуляли постоянно. Вот я любил очень бегать. Тут все по-другому немножко было. Вишня, я там постоянно пасся. Тут вишня, тут. Утята. Как у вас тут здорово сделано. Вообще. Хотя бы, чтобы ржавчины не было. 20 лет ей, да? Где-то? Это вот семерка. 99 года. Сколько? Да, аппарат. Мост уже старый, разваливается, конечно. Вот такие горы вокруг Подгорного. Подгоринского. Речка. И туда мы ходили раньше наверх. Пикнички всякие устраивали, просто гуляли. Ящериц ловили, мелкий чебрец собирали, землянику. Собраться бы туда, конечно. Вот цементный завод, новый, огромное сооружение. Вот раньше тут люльки просто на тросах висели и катались до карьера, где добывают мел, который используют для изготовления цемента. Эти горы все меловые. Вот так они внутри. Это все мел. Вот местами он так проглядывает. Особенно когда на поезде едешь, их много, этих гор по дороге, и вот такие вот белые куски постоянно на них. А сейчас, конечно, завод модернизировали. И, насколько я понял, это один из самых технологичных заводов в Европе. Именно в этой сфере по производству цемента. И, конечно, он сейчас такой кормит поселок. Многие сюда приехали именно на него работать с других регионов и здесь жить остались. Местные, вот Серега, Саня, еще там мои друзья, они тут тоже работают на заводе. То есть он, в принципе, кормит поселок. Ну, как и раньше, тут тоже старый был цементный завод. Многие тоже на нем работали. Мы были маленькие, родители работали, моих друзей. Вот теперь мои друзья сами. Кто не уехал, кто-то уехал. Вот Олежек тут, его дом, он сейчас в Москве. Мы с ним не встретились. Олег, и тебе здорово с гор наших подгоринских. В общем, всем привет. Всему Подгоринскому. Всем ребятам, кто меня помнит с детства. С кем мы раньше тусовались. Здесь, на остановке. Леха тут живет. Ну-ка. Елек, это для тебя. Ваш дом. А здесь, помню, Леха, идешь? Свистишь, Леха! И Леха такой из-за забора выглядывает. Здорово, здорово, что делаешь? Я на огороде работаю. А я как турист приезжал летом, отдыхал. Все ребята трудились постоянно.
Шиномонтаж, да, вот это прямо самое? на дороге. Ну, як, Ну я увижу, да, по правую Да. сторону. Я поеду туда, вот в гору, да. и там будет видно. Да, да. А, ну вот я ему сюрприз устрою, да. В гости хоть заеду, а то Да. 100 лет его не видел. Я же в первый класс пришла. А, уже в первый класс, Даша, да? О, я же последний раз видел, она вообще малая была, совсем маленькая. Да. Ну ладно, рад был вас увидеть. А я тоже, а я Все, не узнала. все, ну я вот думаю, знаете, не узнаете, да? Сколько лет не виделись-то, я, наверное, там лет По глазам. 10, да? Ну, в общем, всем привет, здоровья тогда, хорошо. Ой, и тобі Я к Лехе. тоже удачи. Только вы не звоните, если что, не говорите, что я сейчас с тобой сюрприз сделаю. Ну да. Ладно, все, до свидания, До хорошо, свидания. до свидания. Вот с Лехиной мамой хоть. Я немножко это снимаю. Ну я знаю, что все стесняются на камеру, я так для себя. Вот она. Еще прям все как столбы эти, как раньше остались. Лавка, мне кажется, еще та самая, на которой мы сидели. И вот так. Толпа. Пацаны, девчонки. Самогоночка, конечно, да, тут весело было каждый вечер летом. Все, Игорюш. Все, давайте. Пути. Приезжай еще к нам. Да, ждем. Возвращайся Ага. на обратном пути к нам. Ждем Спасибо. возврата на твою родину. Домой поеду обязательно. Родина детства. На недельку, Ждем. да. С нетерпением. Вот Иришка, сестра, тетя Лена. Все, давайте. Пока. Все, пока. Я поехал. Добрый путь. Пока. Давайте, Счастливо, всё. ждем встречи. Пока. Но успокаивает то, что я собираюсь на обратном пути вернуться. Нормально заехать в гости на недельку где-то. Правда, не знаю, когда это будет. Но будет. Ну что, осталось Леху найти. Да, как же я хотел здесь, конечно, по-светлому поехать, когда сюда заезжал. Видите, вот какие виды вокруг. Я вчера ехал, темно, только дорога. А тут вот гора, спуск, подъем. Тут вообще вокруг вот такая вот природа красивая. Продукты. А вот тут шиномонтаж. Здравствуйте. Тут, говорят, специалист работает. Очень хороший. Здорово. Я тебя снял чуть-чуть, ты не против? Вот Леха, доехал до Лехи, дружище. Детство. Видишь, нашел тебя? Как я, да? Круто. Значит, вот ты здесь, да, устроился? Ну, сейчас камеру выключу, поболтаем чуть-чуть. Я вижу, немножко надо снять было этот момент. Так, мамка твоя заезжал, поболтал с ней. Узнала меня. Помаши подписчикам моим. Ну все, с Лехой поболтали, у Лехи все хорошо. Я очень рад. Вообще, да. Потому что не знал вообще, как ты, что там, блин, это самое. Я рад, что у тебя все отлично. Что заехал? Да, и все. Как тебе сюрприз, да? Не ожидал? Давай, ладно, все. Короче, жди в ноябре. Уже это самое встретимся, нормально. Все, давай. Ну все. Финально вот очень хотел с Лехой встретиться, очень хотел, чтобы все у него было хорошо, у него все хорошо, потому что мы даже не общались, телефоны потеряли, сейчас все, связи не было. И вот это такое финальное, приятное, теплое чувство перед отъездом. Ну, считай, вот я на выезде. И все, еду на трассу. У меня что-то связи пока нет. Я навигатор вчера куда-то включал, сейчас у меня тот же самый маршрут. Не знаю, куда он меня ведет, но в общем, когда связь появится, буду понимать, сколько мне ехать и докуда я вообще сегодня доеду. Сейчас напоследок наслажусь до платной трассы этими местами. Всем счастливо, всему Подгоринскому. Очень-очень рад был побывать, очень рад был поделиться с вами. Надеюсь, кто-нибудь из местных меня увидит, посмотрит, кто меня не знает. Вот, знаете, есть такой чувак, который у вас вырос, и здесь моя родина. Хоть я родился в Воронеже, но считай, я там просто родился и все. А рос я тут, на Луговом, и для меня очень-очень это... Тут все у меня начинания были, и с девчонками там, и выпивать, курить даже тут. Ну, как у многих это в деревнях происходят всякие гадости, от которых я потом, слава богу, избавился. Все, проехал я сколько смог. В итоге получилось 11 часов. Время уже 3:30. Но я уже клевать начал, чувствую. Ну, вот первый такой момент, который уже
я понимал, что начинаю не контролировать, я сразу же ближайшую заправку. Ну, нормально, план выполнен на сегодня. 11 часов это вообще нормально. Ну, 6 часов до Севастополя еще. Сейчас посплю, посветлеет. Ночью не прикольно ехать, ничего не видно вокруг, кроме дороги и все. Едешь же вокруг разные места интересные, а их вообще не видно. Я считаю, всю вот это, весь Краснодарский, вот, вот до сюда, сколько я стемнело, я выехал в 4:30, по-моему, и стемнело часа через 2. Я считаю, 9 часов я ехал в темноте. Хорошо, дождя хоть не было, дождь был там чуть-чуть в самом начале, потом нормально сухо. Ладно, все, спать, меня уже так это рубит жестко. Посплю, сколько посплю, и завтра же буду в Севастополе. Все, 5 часиков поспал. Решил с заправки уехать, где-нибудь в поле встать на природе, сделать чаю и дальше. И так прикольно теперь днем эти места посмотреть. Ночью ехал, вообще не понимал, где я, что я. метров, поверните направо. А сейчас так смотришь, прикольно вокруг. Домики частные, улочки. Это юг, уже юга. Правда, погода сегодня не южная, конечно. Пасмурно. Но солнце проглядывает там чуть-чуть. Это я заночевал в населенном пункте Славянск на Кубани. Такое вот местечко. Надо позавтракать и чай сделать на дорогу. Вот я ищу какое-нибудь место такое. На заправке в городе не захотел. В поселке. Вот, ну, хочется что-нибудь ближе к природе где-нибудь. Ну, Маршрут перестроен. типа тут с трассы съехал. Пахнет зеленью и вспаханной землей. Поля все убрали здесь тоже. Хотя вот там вот, ну, я так и не понял, что это такое. Вот сейчас мимо проезжал, за забором растет. Запасов у меня на самом деле с избытком. Я даже вряд ли все съем в дороге. Вот Светлана мне курицы нажарила, блинчики, виноград дала домашний. Это я мамины. Сыры даже не распаковал с колбасой. Тут еще йогурты. Голодным не останусь. Ну и чай сейчас заварю. Вот у меня кружка, термокружка моя. Здесь такая вот сеточка. Сюда я насыпаю. Ну, можно просто любые травы. А я сейчас этот мате насыпаю сюда, мате. И отдельно мате сейчас сделаю вот в горшочке. Вот так эта штука. Сюда засыпаешь. Закрываешь. И мате. Вкус такой горький, на самом деле. Надо к нему привыкать. Ну, то есть на любителя. Мне уже нравится, потому что я понимаю, что это клевая, полезная, бодрящая штука. Тонизирующая. Все, тронули. 5 часов 40 минут ехать. 450 километров. Немножко пропустил поворот. Ну, вернее, не немножко, а пропустил. Зато вот попал на такую улочку с частным сектором. Я вот вообще люблю такие места. И я надеюсь, в этом путешествии я не просто их буду мимо проезжать, а ну, побуду, пообщаюсь с людьми, поснимаю. Да, очень здесь прикольно. Что-то непонятное тут произошло. Все встали, из машин вышли. Такие места тут красивые, конечно. Мужики говорят, может быть, надолго. Не знаю. А это всего лишь переезд. Правда, он снова закрылся. 5 минут и едем дальше. Чё пугают? Если есть порох, дай огня. Ты хочешь мне сказать,
Я не понимаю. 300 километров получается. 290. 3 часа 17 минут мне еще ехать. Ну ерунда, считай. Считай, почти приехали. Вот и горы пошли наконец. Все, Симферополь остался в стороне. Проскочили. Скоро Севастополь. 85 километров осталось. Но 1,5 часа езды, пишет навигатор еще. Еще хотел немного прогуляться по крымским полям. Не удержался. Смотрите, сразу нашел животное. Вон ящерка. Че, отдыхаешь? Привет. Как же мне нравятся такие виды, когда с горы в гору. Это я уже в сторону Севастополя, от Симферополя. Здесь такой вот перепад высот. Ограничение 90. Таврида Арт. Смотрите, здесь вот вдоль трассы так красиво сделано. Граффити нарисованы. Вероятно, мобильная засада. Ограничение 90. Строительство трассы, похоже, еще не закончилось. Вот, приехали. Там он что-то делает. Тут пробочку, конечно, прилип. Главное тормоза не перегреть. Вот это сейчас спуск такой затяжной. И вот в пробке надо аккуратно. Я же на первую скорость поставил, на ручную. Но все равно она на первой даже движется быстрее потока. Ну все, приехали. Добро пожаловать в Севастополь. Это я в 5 часу заехал. Почти. Круговое движение. Второй съезд. Почти час пик. Но еще не час пик. Пробочки тут уже нормальные. Ну, наконец. Итак, я проехал за вчера и сегодня 1213 километров. Я просто забыл сегодня обнулить. А суммарно за все это время 2761 километр. Здесь сестра, племянница, мама и тетя. Семья. Мама уезжает послезавтра, в субботу. Вот сейчас 1,5 дня нам потусоваться на югах. Потом мама уедет. Я буду ждать друзей. Они числа 4 приедут, прилетят. И мы с ними поедем на ЮБК кататься на недельку. Ну все, доехал. Встретились с мамой в Крыму, с сестренкой. Сколько мы с тобой не виделись? Я не знаю, 2 года, наверное, да? С Нового года. Не помнишь? Я же точно не Ты же последний раз в Новый год приезжала, да. Да. А так как будто бы вчера. Ну, потому что как-то так по WhatsApp созваниваемся иногда по видео. Да, прикольно. Вот, ну, все уставшие. Тетя Наташа, будете сниматься? Нет? Давай чуть-чуть. Вот, да, всем привет. Новый аэропорт Симферополя. Первый раз вижу Я еще тогда, вот когда приезжал, его строили. Последний раз. Почему-то ходил туда-сюда. Маму везу в аэропорт, все. Мама у нас улетает в Питер обратно. Пока. Ладненько, Давай. все. Пока-пока-пока.
тачки гоняет по Севастополю. Это Chevrolet Niva, да, у тебя? Да. Супер проходимая машина, зато Лена предпочла комфорту проходимость в разные красивые места. Провожаем тетю Наташу теперь на вокзал. Да, не Севастополь. Маму с утра проводили, тетю Наташу днем. Масюня, ты как себя чувствуешь? Нормально. Какая долина? Ильбекская. 29, по-моему, сегодня у нас сентября. Погодка отличная. В Крыму тепло. И вот, повторюсь, пока я не уехал еще дальше в путешествие, жду друзей. Я сейчас работаю, сижу, монтирую то, что снял по дороге сюда и обучаюсь работе на планшете. Потому что я хочу в дороге монтировать уже на нем, но надо научиться. Я еще не умею. Я, по сути, еще не начал путешествие. Пока, считаю, только приехал. Но уже предвкушаю, как я буду так вот ехать по дорогам, не спеша, никуда не торопиться. И останавливаться в разных местах интересных. Ну, где можно остановиться.